Мы собрались, решили провести пресс-конференцию буквально из-за того, что опубликован вот Республика Молдова «Приоритет политики Румынии». Мы перевели его на русский язык. Но, в принципе, я думал, что же вчера... Почему мы вчера не провели? Начну с того, что я ожидал, что вчера и сегодня с утра в 10 часов, почему 10:30, один из примеров, почему мы назначили 10:30, что официально выступят руководители нашей страны, официально выступят и выскажутся исполнительная власть, законодательная, представители исполнительной, законодательной власти, выступят, осудят, МИД Республики Молдова принесет соответствующую ноту протеста, выскажет и так далее. Но, к сожалению, этого не произошло. И приходится с сожалением констатировать, что поездки господина президента в соседнюю Республику Румыния, пусть и братскую, для Республики Молдова, премьера, председателя парламента, министров увенчались своеобразным успехом. И уже происходит юридическое оформление внешнего управления, пока внешнего управления Республики Молдова, вероятнее всего под эгидой Соединенных Штатов Америки, поэтому надо смотреть чуть-чуть шире, геополитическую составляющую включить. Хотя американцы и выступили официально, что они не поддерживают это официально, но если официально не поддерживают, то можно понимать, что неофициально поддерживают. Если слово неофициально, если слово официально фигурирует в этом плане. Если раскладывать геополитическую составляющую, то, естественно, эта точка для замыкания пояса, антироссийского пояса, конечно, очень важная составляющая, и поэтому я думаю, что учитывая, что еще и представители Европейского Союза не высказали свое возмущение или хотя бы сказали, что они не поддерживают, то это все-таки делается с молчаливого согласия. Идет практически, мы видим, что идет поглощение или подготовка к поглощению, уже правовая база подводится, под идеологически уже давно есть. Социальная база тоже идет, смотрите, сколько населения, сколько молодежи, сколько денег Румыния через Европейский Союз, или Европейский Союз через Румынию дает нашей молодежи, которая учится и так далее в Румынии. Потом, здесь в этом проекте очень хорошо написано, что те люди, которые учатся, обязательно возвращались здесь, обратно сюда и продвигали те же идеи. Поэтому идеологическая база, где-то социальная база тоже была. Сейчас уже попытка правовой базы поглощения Румынии, Республики Молдова есть. То есть готовится чуть ли не последний акт ликвидации государства Республики Молдова. Учитывая, что у нас все-таки проведен референдум об отложенном статусе Гагаузии, и у Республики Молдова нет права признавать или не признавать проведенный референдум. Это тоже ясно как Божий дар. Это признал даже Госдеп Соединенных Штатов Америки в своем пресс-релизе, когда сказал, что под шумок гагаузы объявили о своей независимости. Это фактически признание, что у нас он проведен законно, результаты законные. И мы не собираемся молча глядеть, чтобы Республика Молдова была поглощена соседним государством Румыния. Да, это братская для Республики Молдова страна, но мы хотим жить независимой, нейтральной Республики Молдова в собственном государстве, но не в составе Румынии. Если такое произойдет, это будет только без Гагаузии. Это наш народ об этом сказал. Мы хотим, чтобы четко было высказано руководством Республики Молдова свое отношение к тому, что здесь написано в этой концепции.
То, что у нас вводится, предлагается на законодательном уровне принять решение, чтобы полиция, жандармерия были единым организмом, каждые полгода встречались, то там, то тут, проводили учения и так далее. Я вам скажу, что в принципе мы не знаем, учитывая, что форма одинаковая, мы не знаем, сколько румынских полицейских находится на нашей территории, даже, можем сказать, и по линии ГАИ, потому что мы языка не знаем, они в одной, одинаковая форма, одинаковые машины, сильная машина. И разговаривают одинаково, естественно, мы же не понимаем языка. Даже если бы понимали, наречий много есть, поэтому язык один. Поэтому, учитывая, что еще правительство господина Филата подписывалось правительством Республики Румыния договора, которые, в принципе, ратифицированы парламентом, о том, что армия Республики Румыния в любой момент может находиться и сколько угодно здесь, если будут учения, а учения могут проходить практически постоянно. Поэтому мы имеем то, что сейчас отдельные штрихи закладывает под основу. И, вероятнее всего, если не будет реакции руководства Республики Молдова, общественных организаций, не такие вялые, как сейчас я смотрю в экспертного сообщества, а мощные выступления, я считаю, что и в Гагаузии это должно быть. Если мы хотим, чтобы Молдова была как государство и жить в этом государстве, то и общественные организации должны выступать. Я думаю, что это должно стать и предметом то ли специальной сессии Народного собрания, то ли и исполкома совместного заседания, потому что это очень важный момент. Обратите внимание, что говорится здесь. Образование тоже сводится в одно. Поэтому в этой ситуации нам очень важно, чтобы на ближайшей сессии мы уже начали рассматривать, хотя в первом чтении, закон об образовании Гагаузии. Мы имеем право принимать собственные законы об образовании, и нас должны быть отдельно. Здесь очень много есть. Потому что единообразная процедура обучения, подготовки и полицейских на всех уровнях, сглаживание процедур пограничного кротена, национальная полиция, тут и СИП одинаково будет, смежные институты, последственно направления. Это вообще, не знаю, как это называть. Сейчас, секундочку. Вот смотрите. Смотрите, что тут получается. Более упрощенная процедура получения румынского гражданства. Она до сих пор была упрощенная, а сейчас еще более упрощенная. Нет, я просто знаю, любой мог получить румынское гражданство, чьи предки проживали на территории Буджака, так? Бессарабии. Бессарабии. Но фактически все, чуть ли не 99% проживали, они могли получать. Так они еще упрощеннее хотят сделать это. Активное продвижение румынского языка и культуры. Это и сейчас у нас есть. Я понимаю, но вот когда у нас Кишинев, в принципе, здесь что-то открывает, это так и нужно. Но когда мы продвигаем, видим, вот возьмите наш университет, возьмите. Чуть ли не этот посол Румынии здесь дает указания, что, как, где, что говорить, как говорить. Это что, даже в нашем университете. Это что, нормальное явление? Это мы автономия, когда нам диктуют здесь. Это мы сами способствуем этому. С одной стороны, они делают, с другой стороны, мы все делаем, чтобы наш университет не развивался, как положено. Ведь не секрет, что наше руководство все делает, чтобы наш университет фактически почил позже и стал филиалом, как и планируют. Наше руководство это имеется в виду университета, не автономии исполкома, а университета, потому что так уж получилось, я сейчас начал заниматься этим, почему-то Народное собрание было учредителем этого университета, его почему-то исключили без нашего ведома и так далее, уже оно не является учредителем. Видите, как очень культурно это сделали. Культура, СМИ, мало того, налаживание транспортной инфраструктуры, которая позволила бы гражданам Молдовы и Румынии не испытывать проблем при передвижении между странами. Подождите. Тогда, когда закрывается транспорт, вот, допустим, раньше ездил Бессарабка, Болград, ездил по территории Гагаузии поезд, они его закрывают.
Я ездил на север, с Кишинева на север, тоже закрывают, но будут открывать дополнительно с Румынии. Это что, нормальное явление? Мы должны четко этим сказать свое отношение к этому. Я, допустим, буду приветствовать, вот в Киритлунге люди собираются перекрывать железную дорогу, я буду приветствовать это, потому что почему-то поезда едут в сторону Румынии, а грузы и так далее не могут сделать, чтобы единственное нормальное сообщение, которое было, и люди платили постоянно, был поезд. Сейчас его сняли, якобы из-за того, что оно неэффективно, хотя эффективность больше, чем есть. Это чисто политическое решение. Я считаю, что это чисто политическое решение. Поэтому, если мы говорим о том, что происходит посредством этого заявления или платформы, ведь не зря эту платформу озвучил сенатор и представители партии президента Йоханнеса. Он сейчас стоит, он руководитель этой партии, он сейчас президент. Значит, второй, это до сих пор мы имели, смотрите, выступало частное разведывательное управление американское, чуть ли говорило о том, что проблемы надо здесь сделать, зонтик нужен румынский над этой территорией. Потом выступал господин Стурза, тоже чуть ли не то же самое говорит. То есть официально практически делать. Мало того, что Стурза сейчас заявил, я читал, что он приветствует о том, что наконец-то Румыния берет Молдову, чуть ли не руководить будут Молдовой на этой территории между Прутом и так далее. Подождите, а что? Мы что, папуасы, что ли? У нас страна, что, оккупированная? Румыния? Поэтому мы являемся противниками этого, и мы считаем, что обязательно должно потребовать от руководства Республики Молдова, чтобы они ясно и четко дали, будут ли они согласно Конституции обязаны поддерживать это. Как называется данный документ? Концепция? Уточните, пожалуйста, на какой документ вы ссылаетесь? Я ссылаюсь, переведен с молдавского языка. Республика Молдова, на молдавском, чисто в прессе, оно Республика Молдова приоритета, называется она Республика Молдова является приоритетом политики Румынии. Двоеточие, дальше национальная идентичность в качестве основы двусторонних отношений Молдовы является приоритетом для Румынии. И вот что там было, президент Николай Тимофти, потом господин Стрелец, Канду ссылается на... Что вот это ссылается? Вот перевели? Нет, он не пришел на народное собрание. Мы его взяли с сайта. С какого сайта? Гувернул какого сайта? Нет, не гувернул, с румынского сайта, который... С румынского сайта. Мало того, оно опубликовано еще и на сайтах наших. Посмотрите, вот где есть заявление, сейчас скажу, где еще оно опубликовано. Вот где написано Молдневс. Партия Йоханнеса предлагает создать общую полицию и жандармерию Румынии и Республики Молдова. Вот смотрите, там идет вот так. Республика Молдова, приоритет Республики Румынии. И нажимаете там, и выходит на молдавском языке или румынском языке. И там тоже выходит. Ну и на румынских сайтах она тоже есть. Давайте так, будем говорить, до сих пор, помните, сенаторы образовали большую группу о том, чтобы объединили. Сейчас это фактически идет целенаправленная борьба за ликвидацию молдавского государства. И наши лидеры, которые стоят у власти, вместо того, чтобы защищать, согласно Конституции, независимость нашего государства, фактически молча, а может быть и не молча, может быть и получили дивиденды за это, сдают наши позиции, не выступают, не защищают. Я понимаю, что сейчас у нас законом прописано, что могут занимать высшие государственные должности, особенно в Конституционном суде и так далее, люди с двойным гражданством. Это ненормальное явление, но они занимают
общество должно сейчас, я уверен, что должно четко высказывать, чтобы эти ограничения были внесены в закон, чтобы такие люди не могли в будущем занимать. Мы сейчас не можем прямо сейчас, но в будущем. Мало того, я думаю, что Гагаузия должна воспользоваться своим правом законодательной инициативы и выйти в парламент Республики Молдова, чтобы в будущем при выборах те, депутаты, которые избраны, если будет сохраняться партийная система выборов, те, которые прошли с той или иной партии, депутаты не могли, уходя, переходить в другие партии или уходя, обязаны будут складывать полномочия, потому что люди не голосуют за конкретно Иванова, Сидорова, Петрова или Мушиона, а голосуют за конкретную партию. Поэтому мандаты должны оставаться у той партии. Или политформирование, как она будет называться. Но это не говорит о том, что мы снимаем с повестки дня требования, чтобы для Гагаузии было 5 мандатов. Наша квота. И поэтому я еще остаюсь сторонником, что если этого не будет, что Гагаузия не должна вообще участвовать в выборах и формировании политического органа и законодательного органа Республики Молдова со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что если мы не будем участвовать в его формировании, то юрисдикция или легитимность этого парламента по отношению к нам будет под большим вопросом. Вот в принципе... Это будущем. А сегодня предметно, пожалуйста, вот об этом. В связи с данными выступлениями, появившимися в... В связи с этими выступлениями, не только выступлениями и публикациями, но и выступлениями, и притом не последних лиц в румынском государстве. И обратите внимание, что наше Министерство юстиции продолжает регистрировать в качестве партий, движений и так далее такие общественные объединения и политические партии, у которых программным целям является ликвидация Молдовы как государства, это измена Родине практически. Это призыв к конституционному свержению. Мало того, они не только являются, но если в других государствах принимают, являются двойным гражданством, имея, не даешь присягу, то если гражданином Румынии являешься, ты даешь присягу и подписываешься, что будешь служить этому государству. Я это понимаю. Но президент является или не является, СИП является или не является. Почему СИП не возбуждает уголовное преследование против этих лиц? Почему возбудили уголовное преследование против пацанов с Гагаузии, да? Якобы у них есть обоснованное предположение, что они готовились и так далее. Так у нас сейчас есть явно видные обоснованные предположения. Не то что предположения, видно, что они готовятся к ликвидации государства Республики Молдова. Почему они их не закрывают? Понимаешь, вопрос стоит сейчас именно об этом вопрос. Почему вообще у нас есть управление СИП по территории Гагаузии? Почему она сейчас не выступает? Я считаю, что надо потребовать от них тоже, чтобы они представили информацию, на каком небе мы находимся на территории Гагаузии, что делается в Гагаузии. Потому что СИП не только должна получать, не только у нас нужно, чтобы называлась она СИП, а то Гагаузия. Но подождите, она должна реально делать, чтобы не только государство Республика Молдова в целом было сохранено, но и внутри автономии, как государственного образования. А это государственное правовое образование на территории, оно тоже, все азы были сохранены, она не должна была ликвидироваться, оно должно как механизм. Вот наше управление СИП должно соответствующую информационную ноту или справку, как это хотите называйте, но оно должно довести хотя бы до наших первых лиц, чтобы уже исполком и президиум Народного собрания, потом в закрытом сессии или в закрытой сессии это рассмотреть, потом общественность что-то говорит. Мы должны что-то делать, потому что просто так сидеть, мы должны просто так сидеть и ждать, пока нас поглотят, это невозможно. Или руководство Республики Молдова должно объявить, что они складывают, все, они уходят, и идут в Республику Румыния, тогда Гагаузия должна, согласно закону об отложенном статусе, приступить к реализации положения этого закона, формировать независимую государство Республика Гагаузия, или же давайте объявляйте ноту протеста, что это вмешательство во внутренние дела суверенного независимого государства Республики Молдова со всеми вытекающими отсюда последствиями. И мы будем защищать тогда, мы будем вместе с этой властью тогда. Я очень надеялся, что
даже назначив, что кричат с одной стороны, что неправомерно и так далее, назначив исполнительная власть начнет работать во благо народа. Это очень важно. Первое. Наша комиссия официально сейчас обратится, чтобы руководство Республики Молдова высказало официальную свою позицию по этому вопросу. Руководство Грузии. Я в первую очередь хочу, я же не дошел до этого. Второе, чтобы мы собрали специальную сессию срочно, совместно исполкома и Народное собрание с участием исполнительного комитета и официально высказались, потому что высказывание отдельные руководителей исполнительной власти и руководителей законодательного органа будет меньше, чем специальная сессия. Специальная сессия примет заявление или постановление, которое имеет юридическую силу больший вес. Поэтому в этой ситуации я считаю, что необходимо срочно созвать специальную сессию или чрезвычайную сессию, как хотите это называйте. Мы считаем, и это и мое личное мнение, и моих коллег, что в этом случае мы должны реагировать. И реагировать не отдельные руководители должны у нас. Руководители в Молдове могут реагировать, не собирая парламент и так далее, это высшего ранга. Но Гагаузия должна у нас есть высший представительный орган и политический орган, является это парламент, Народное собрание Гагаузии совместно с исполнительной властью. Если они вместе проведут заседание совместно, пусть оно будет открыто, пусть все присутствуют и примут соответствующие постановления, это будет больше эффект и больше юридическую силу иметь.